Добрый день, дорогие наши телезрители. Вы смотрите прямое включение, вы смотрите передачу под названием «Летний эфир». И, конечно, как всегда традиционно, у нас интересные суперские гости. Я бы хотел их представить. Анна Фомина Миронова, продюсер, а также Атуяра Алас, координатор. Мисс Якутия 2004 года. Я не хотел этого говорить, но все-таки это правда. И главный редактор интернет-портала Кирико. Ага. Ну что, дорогие, как у вас настроение? Отлично. И вы пришли не просто так, а с сюрпризом. Это впервые, а вообще мы рассылали его уже и по WhatsApp, и в соцсетях, и в YouTube он есть, и так далее. Называется клип «Саргалан Сахамсире». Это патриотический проект, причем его отличие от всех прочих проектов – это то, что мы сосредоточились именно на мужской части поющего населения нашей республики. Вау. Да. А сколько человек участвовало, Вера? Нам удалось более 20 солистов. Вы сразу всех собрали? Или, Нет. конечно же? Сначала у нас была запись в студии у нашего композитора Семена Чинянова, а потом уже мы снимали видео. То есть музыка полностью его? Да. Вообще, наверное, нужно немножко рассказать, кто есть кто. Да, вот после вашего рассказа мы хотели бы включить клип. Посмотреть? Чтобы, люди посмотрели. Вообще, идея этого клипа принадлежит режиссеру Саймону Сергееву. Да, наш работник, наш коллега. Да, замечательный режиссер, очень творческий, который не ограничивается просто рамками своей работы и так далее. Поэтому вот он в поиске находится и нашел такую идею, что нужно, чтобы спели мужчины. А для чего? Для того, чтобы, опять-таки, идею сплочения, единения, а потом все-таки немножко не хватает, во всяком случае, современные женщины постоянно говорят, что не хватает мужской энергии во Вселенной, да? Поэтому этот клип явился средоточием такой вот мужского творческого потенциала. И в результате, допустим, нам понравилось. Так, Аня, вот тебе микрофон, на всякий пожарный. На всякий пожарный? Не, лучше сейчас использовать. Да? Ну вот. Я не знаю, слышали, не слышали. В общем, идея была такая, чтобы сплотить мужской творческий потенциал и явить его миру. Я думаю, что у нас получилось. Идея принадлежит режиссеру Саймону Сергееву. Очень здорово, что нас поддержало Министерство культуры и духовного развития. Это не коммерческий проект, да. Нас здорово поддержал колледж культуры и искусств. Там есть ребята, которые Да, вот это они студентами. составили большую часть певцов, более 20 парней, студентов. Спели очень красивым хором. Это финальная сцена у нас была, одна из самых таких масштабных, можно сказать. И Я перебью, да? Да. Все самое интересное мы рассказали или еще не рассказали, давайте мы сейчас пустим и покажем. Давайте я сейчас скажу, что звуком у нас занимался. Во-первых, автором музыки является Семен Чинянов, он же звукорежиссер и аранжировщик, то есть он все вот это вот огромное количество людей всех собирал вокально. Я думаю, что сложнее всего было ему. А автор слов Арчилан Афанасий Гуринов. Да, стихи он написал 25 лет тому назад. В 1992 году это стихотворение вошло в 7 самых лучших гимнов, можно сказать, посвященные именно образованию нашей республики. Интересно. Поэтому песня очень такая патриотичная и с глубоким смыслом идет. И путь у нее довольно долгий, то есть 25 лет путь. До этого было написано 2 варианта музыки, то есть она в 2 вариантах, в общем-то, существует. И вот этот третий, тот, который предлагаем мы. В свою очередь у Семена также было 2 варианта. Один вариант более лиричный, а второй вариант вот такой гимнообразный. Ну, в общем, судить, собственно, не нам, а зрителям. Можно? Да. Ну что, теперь смотрим. Күн соғытық иясир үрдінен Ит туран олыққы айыхан жуғар Ирбеттон ирдігер әркен әй әргейен Илләе алғыстақ артығында байса
sos tuğarı Sanne var sargılar Sağdan çile baraksan Sağdan çile baraksan Ütümen naksannak uğlaratın yüzüler Ulukan ebebit üzüller üyestener Üleni aykalır samağa canuttan Uygula bihip bit uruya ulada Olokko ostubat taptalı uruydan Olonso doydu ta telkiye keçine Kömüz ses sanala var conu kıynattan Kıtalık sasayı bu sirke üngürler Орой туску тапталлах дойдубут Ойгун буяңын каңы турдун Ан дойду бара артыктарыгар Албанатын дуарайдын Сарбалақ артайға угуя сугунур Сулусту çağılan almaztas gülümnü Dutarga, ayarga, keskili düstürge Тоқ соғып мана алаңға толды Вау, вот Да. это да. Вот смотрю Мощно, и мощно. сколько смотрю, столько раз влюбляюсь. Ну, красота, конечно, красота. Эмоции прям А почему переполняют. именно на природе все это сняли? Ну, самое большое достоинство и визитная карточка нашей республики – это, конечно, Потом- природа, и тем более мы этот клип посвятили именно кысехам. Лето – это священное время для нас И всех это такое якутян. короткое время, на самом Да. деле, которое грех не использовать, грех не показывать, и потом, ну, чтобы смотреть, вспоминать не только на талантливых мужчин, но и на якутскую природу. Мгм. А какие сложности были? До эфира ты мне, Аня, сказала, что вы думали, что за 2-3 дня все Да. снимете, но, к сожалению, Мы рассчитывали Затянулось. на 2-3 съемочных дня, прям так все расписали, поделили. Такие мы, профессиональная команда, нам все по плечу, а потом оказалось, что нам пришлось все это собирать, действительно ждать, потому что сперва охота, потом и сехи. Постоянные разъезды у певцов, и это было немножко сложновато. Их по одному где-то мы там их просто скажите, где вы есть, мы сейчас подъедем, где-то там в ночи, вот было так. Ну, огромное спасибо каждому, кто согласился, кто не пожалел времени, потому что это же все было бесплатно, в общем-то, на общественных началах, потому что люди, вот те, кто поняли, те, кто проникся поняли. идеей, да, тем большое спасибо. ну, повезло. Да, Повезло. ну, Да, повезло, мы очень да. такие везучие. Некоторые певцы, конечно, очень хотели принять участие, но по разным обстоятельствам у них совсем не получилось. И когда вышел клип, они писали, говорят, как жаль. То есть То, лимита что не было. мы- То есть можно делать и на 10 минут, на 20 минут. Потому что Нет, ну желающих... там ограничение только Ограничение по времени. вот просто по песне. То есть если бы, по допустим, их текстовке. было больше, то получалось бы, что они там по полстроки бы пели. Тут тоже хотелось показать. Получается, вы отправили и в Facebook, ну, Instagram, YouTube, также WhatsApp. Да, и WhatsApp. А WhatsApp как вы
А это вообще интересная история. Я попросила всех своих знакомых технарей, говорю, можете мне помочь, пожалуйста, вот я вам отправлю. Клип идет 3 минуты 50 секунд. Он у меня на электронной почте, то есть у меня даже ноутбук его с трудом качает, да. И я отправила своим там знакомым сисадминам, ребятам, которые более-менее в этом подкованы, говорю, пожалуйста, будьте добры, скачайте, сделайте мне WhatsApp-версию, чтобы его не резать пополам, чтобы он полностью весь вместился, пожалуйста. И они все такие озадаченные, да, мы думаем, мы придумаем, что мы можем сделать. В итоге совершенно с неожиданной стороны мне пришла помощь. Я почему-то абсолютно случайно как-то мне все это дело. Я отправила ссылку с Ютуба родственникам, близким, в том числе своей свекрови. И буквально через 5 минут она мне отправляет ссылкой файл. Говорю, я сперва даже не поняла, что это она отправила, потом, когда скачала, я говорю, а как? Он говорит, я просто скачала. То есть свекрови умеют удивлять. Отдельное спасибо, как говорится. Отдельное Как найти в Ютубе по поиску? Гимн? Нет, Сахам Саргалан. Сире. Саргалан, Сахам Сире так и Сахам называется. Сире. Можно зайти, смотреть. Смотреть. Ну что, дорогие телезрители, смотрим, оцениваем и комментируем обязательно. Ну что, наши дорогие гости, у нас есть еще время, и хотел бы спросить у вас, Анна, это вы занимаетесь продюсером, ну, продюсерским, я понимаю, да, у нас есть еще время, как нам подсказывают. Вы продюсер, правильно? Ну, вот в этом проекте я продюсер. Мне представить. И какая работа получается? Продюсирование? Да, Ну, по счету. Я знаю, что ты делала и жить. Какой опыт? До этого у меня был опыт социальной рекламы. Мы делали с Володей Мункуевым. Да. До того я была автором и ведущей тележурнала «Родительский». Оказывается, я там была не просто автором, а продюсером. То есть я не знала. Ну все, большое спасибо, дорогие телезрители. Встретимся после рекламы. Не уходите никуда. Большое спасибо, что вы остаетесь с нами. И наши гости остались, потому что мы еще не попрощались. Я бы хотел бы передать и дать слово Анне Фоминой. Для чего это слово? Для прощания? Для прощания хотел. Но для начала, Ан, ты же хотела сказать, что Туяра у нас координатор. Туяра координатор. Ну, я вначале говорила. Самая сложная функция была возложена. Вот это вот все срастить, связать и явить народу. Вот. Операторы у нас тоже молодцы. Иван Семенов, совершенно молодой, начинающий, я думаю, очень перспективный Женя Желнин. С Женей мы сейчас над новым проектом работаем, поэтому я думаю, что мы будем дальше расти, развиваться. Вот. Ну, а про остальных я сказала. Хорошо. Ну и телезрителями, думаю, что надо сказать какие-то пожелания. Пожелания. Хотелось бы, чтобы вы сохранили воспоминания о нашем лете 2017 года не просто как о каком-то знойном мероприятии, да, а как о лете, которое, допустим, подарила республике очередной патриотический проект. Немножко как бы все-таки думали о том, что наши мужчины самые лучшие, и что земля родная, на которой человек родился, на котором растут его дети, с которым связывает свое будущее, она действительно питает. И если обращаться к ней с благодарностью, то эта благодарность будет возвращаться снова, снова и снова. Вот такими вот прекрасными... Ой, какие слова. Да, прекрасными летами, если можно так сказать, да, не один год. Вот. Ой, большое спасибо. Анна Фомина Миронова, Туяра Алас, большое спасибо. И у нас следующие гости. Айтал Алексеев, солист творческой группы «Уран». Добрый день. Также Дмитрий Попов, солист творческой группы «Уран». Также добрый день. И Аина Илларионова, Кокитока. Добрый день. Ну что, дорогие, расскажите нам, о чем вы будете рассказывать, конечно же, о клипе. Или вначале об альбоме. Да, давайте сначала расскажу о нашем проекте. В общем-то, наш проект «Уран», он существует уже больше 2 лет. Многие о нас знают. Занимаемся электронной музыкой, так называемой инди-электроникой. Вот, недавно у нас вышел клип, который мы сняли вот совместно с Красновским Владимиром и Владимиром, то есть с Александром Красновским и Владимиром Мункуевым. Вот, работа была проделана колоссальная, очень хорошая, я считаю. Вот, и недавно также у нас вышел мини-альбом, вот, на американском лейбле уже мы издались.
И для нас это такое вообще открытие. Это достижение. Да, какое-то такое... Вы первый, получается. в Якутии. Ну, можно сказать так, да. То есть в своем жанре, в электронике такой, да. И это очень круто. Также мы сейчас вот работаем с Англией. На нас вышли некоторые продюсеры. И с Японией. Вот. То есть вот так двигаемся вперед. Ну, расскажи о составе и почему «Уран». Что за группа? Так, Сколько лет? вообще у нас двое в «Уран». Это я и Дима. Вот. Соответственно, мы, ну, опять-таки скажу, создаем такую электронику. Вот. И через свою музыку вот, как бы хотим донести какие-то свои внутренние переживания, свои ощущения. Вот. Проект относительно молодой для музыки. Вот. И как бы я больше занимаюсь продвижением, менеджментом. Вот. А Дима у нас, он музыкант. Так, больше. Извини, да, перебью, Айтал, у нас мало времени. Дима, расскажи, пожалуйста, о себе коротко, и потом мы посмотрим клип долгожданный. Так, ну, как Айтал ранее сказал, в основном занимается продвижением он. Творческой частью это больше моя задача. Ну, соответственно, весь процесс, связанный с этим. Ну, все равно мы работаем бок о бок. У нас есть как бы своя мини-студия, в которой мы работаем усердно. Работаем с местными музыкантами, многие нас поддерживают, так же, как и мы их. И, А стиль, получается, группы какой? ну, стиля мы определенного не придерживаемся. То есть мы просто стараемся делать музыку. Качественно. Ну, качество это само собой, в первую очередь. Ну, Дима, да, перебью. Давай мы посмотрим клип. Давайте. Смотрим. Это всегда поиск. Это нуар. Ну, какая-то тоска. Не тоска, правильное слово будет, наверное. Ну, умеют же люди красиво грустить. Но вот как-то я вот стараюсь немножко показать это с какой-то такой стороны, с красивой стороны. Процесс очень быстрый, мощный. Так, ну что, Айтал, расскажи, пожалуйста, я знаю, что клип 7 минут длится. Да. Вот расскажи о Ну, клипе коротко. да, идея, в общем-то, это Александра Красновского, он с нами связался. О чем клип? Клип, он вообще о внутреннем мире Урана, то есть о музыкантах, о создателях, то есть о том, как мы переживаем, о том, как мы вот создаем этот продукт, который люди слушают. Где можно найти этот клип, посмотреть? На Ютубе. Как называется? Просто «Уран»? «Уран» и «Какитока». Хорошо. «Какитока» — это вы. Это я, да. Расскажите, пожалуйста. Я занимаюсь музыкой с 5 лет. У меня есть свой электронный проект, ему год, и это мое первое сотрудничество с «Уран», получается. Вот. Я пою на русском, якутском. А вы можете и английском. сейчас петь? Да, конечно. Якутский мой родной язык, поэтому у меня много песен на нем. Kini karangatega bilbes homoyunu kini telogoto min dogor barhologobi kini karateotonsi
Мен кетерім bir Sabahтақтағырым Ну что, дорогие телезрители, у нас в гостях были и будут это Аина, Дима и Айтал, группа «Уран». Ну что, дорогие телезрители, всего доброго и смотрите, сделаю короткий анонс. Игорь Манчары. Сегодня 8 часов.